Ожидания и реальность, итоги приемной кампании в КФУ сегодня обсуждаем в студии «7 дней плюс» с Александром Анатольевичем Бибиком, ответственным секретарем приемной комиссии Приволжского федерального университета. Здравствуйте. Добрый день. Просматривая списки поступивших, которые были опубликованы 4 числа, меня шокировали результаты. Я признаюсь, проходной балл минимальный был, который я увидела по многим-многим институтам, 130, что-то около того. Уверенное прохождение – это не менее 200. Причем такие вот специальности, которые, наверное, не самые популярные и о которых немногие из абитуриентов, может быть, и родителей знают, как, например, изобразительное искусство и английский, археология, сейчас довольно экзотичная такая, признайтесь, специальность и профессия, практически сравнялись с IT-направлением. Что произошло? В целом ничего не произошло. Скорее всего, вы попали на список ребят, которые поступают на заочные направления. Ребята, поступающие в рамках заочного конкурса, в основном это выпускники бывшие среднепрофессиональных учебных заведений, которые имеют право проходить внутренние вступительные испытания в ВУЗе. И мы понимаем то, что подготовка не всегда должная, потому что ребята, которые готовятся к ЕГЭ, они к нему целенаправленно готовятся все года, обучаясь в школе. А ребята, которые выпускники СПО и которые имеют какой-то уже небольшой пробел в образовании, то есть, допустим, они не сразу после выпуска могут поступать, допустим, поработав какое-то время уже после педагогического колледжа в рамках педобразования и в рамках каких-то учебных заведений, решают пройти в ступень высшего образования в заочной форме обучения. И да, действительно... Баллы получается выше? Да, баллы в среднем выше по вузу. Я бы даже сказал, что вуз в целом средний балл ЕГЭ именно для выпускников-школьников поднял на 0,5. То есть мы остались в позициях прошлого года, даже немножко поднялись. Сколько было в прошлом году, сколько в этом году? Если мы говорим по очной форме обучения и берем в расчет ребят, которые поступают по квотам, то есть так называемый наш нулевой приказ, то в прошлом году Казанский федеральный университет закрыл прием на 81 балл. В этом году 81,5, 81,48, если быть точнее. То есть, в принципе, ситуация не настолько страшная, как могло показаться? Нет, на самом деле вы, скорее всего, попали в тот самый список, который именно по заочной форме обучения. И, как вы правильно сказали, изобразительное искусство и английский, и музыка – это направление заочной формы обучения. КФУ первым в стране публикует списки поступивших студентов уже. Да, в связи с чем такая практика появилась? Для чего это надо? Мы уже второй год поддерживаем такую хорошую практику публикации самого первого приказа в стране. Ректор нашего вуза Ленар Игнатович подписывает его представление в приказ. В 23:58 он подписывает, в 00:01 приказ выкладывается на наш сайт. Да, он выходит на наш сайт. Также уходит одновременно информация на портал госуслуг. Ребята уже ночью начинают получать такие положительные эмоции о том, что они зачислены. Во-первых, для того, чтобы снизить этот эффект ожидания, то есть зачислен я либо нет, я сам мониторю этот момент, то есть в течение всей ночи даже я остаюсь в чатах, я общаюсь в чатах абитуриентов Казанского федерального университета. И вы знаете, на самом деле приятно, когда приказ был выложен, там произошел просто взрыв, как он сродни такому новогоднему отчету, то, что там 0 считали с 3 до 1. Сразу же буря эмоций, я поступил, это было очень приятно. И на самом деле в стране многие вузы выпускают приказы несколько позже, кто-то выбрал дату 5 число, кто-то выбирает 9 число. Мы же в рамках своего объема решили пойти на ранний приказ еще и по той причине, что все-таки есть ребята, которые от нас убегают. То есть этот приказ, выпущенный самый ранний в стране, мы получаем достаточное количество, не сказать, что это прям масса, что это какое-то гигантское, но все равно некоторые ребята пишут отказ от зачисления. И тем самым мы даем возможность ребятам спокойно, отпускаем их, они проходят где-то, возможно, конкурсы в других местах, но здесь уже на их совести остается, да, они пытаются немножко так обмануть систему. Некоторые вузы тоже немножко не по правилам себя ведут и принимают оригиналы и после этого срока, в так называемый донабор. Мы же стараемся упаковаться и закрыться в первый проход, не стараемся, а мы это делаем ежегодно, и уже спокойно отпускаем ребят, добирая и радуя тех, кто в первый день по конкурсу не прошел. Потому что объем в вузе в целом достаточен для того, чтобы дозачислять. До 9 числа мы ввели дозачисление на вакантные освобожденные места. То есть кто убежал,
Все верно, да, другие поднимается поднимаются. следующий снизу, все верно. Ну и плюс, наверное, я правильно понимаю, что есть возможность, допустим, 5 числа, если ты не прошел по конкурсу, еще подать свои оригинальные документы в другой вуз? И Да, там все верно. Это есть несколько этапов. Есть донабор, есть доп. Зачисление, когда можно сдавать оригиналы еще в другие вузы, и есть доп. Набор, когда вуз не закрыл контрольные цифры приема на 9 число и уходит в дополнительный набор, объявляя новый сбор документов, новые все этапы как бы по-новому. Вот насколько я видела информацию, когда готовилась к программе, КФУ стал одним из вузов, куда было подано рекордное количество заявлений. Да, всё так верно. это или нет? Всё верно. Первый по стране оказался. Почему? Не совсем первый. Можно сказать, то, что РАНХИКС впереди нас, но РАНХИКС распределен филиалами, и его объем позволяет ему вот, как бы пока еще выигрывать эту позицию. Но если мы говорим про вуз, который находится в одном регионе, это Казанский федеральный университет, то да, мы находимся на втором месте по выбору абитуриентов, подающих документы через портал государственных услуг. А с чем это связано? Ну, это связано с историей вуза, это связано с классичностью вуза. У нас есть весь спектр направлений. Мы неоднократно с вами в наших встречах это обсуждали, то, что Казанский федеральный – это классический вуз, где есть направления социогуманитарного профиля, естественно, научные направления, медицина. Мы можем КФУ сравнить с ведущими вузами по баллу прохождения? По проходному баллу, наверное, конкурировать в целом с ребятами, которые поступают в центральные регионы Москва и Санкт-Петербург, с большинством вузов мы можем, но есть вузы, которые, наверное, может быть, заслуженно, ну, где-то, может быть, и не совсем заслуженно, пока имеют вот такую вот репутацию, что туда все хотят попасть. В таких вузах зачастую конкурсы проходят в целом, закрываясь полностью ребятами, которые поступают без вступительных испытаний. Поэтому проходной там на уровне 300. И здесь конкурс уже идет по индивидуальным достижениям, либо преимущественным правам. У нас же основная часть приема – это ребята, поступающие в рамках общего конкурса и имеющие результаты ЕГЭ. То есть без вступительных испытаний в этом году поступило 22 человека. В прошлом году поступило также 22 человека без вступительных испытаний. Это ребята, прошедшие по олимпиадному треку. Но 100-бальников и в целом олимпиадников в этом году зачислено больше относительно прошлого года. Вот как раз у меня вопрос с этим связан. Каждый год мы видим публикации в СМИ, как преподаватели ведущих вузов сетуют, что вот где абитуриент пошел не тот, писать они не умеют, элементарными какими-то знаниями о мироздании не обладают. Вот как вы оцениваете качество наша задача школ? Работать абсолютно со всеми, кто поступил. И зачастую есть мнение, что самые успешные в жизни – это троечники. Но не всегда с ним соглашусь. Конечно, ребята, кто положил много усилий для того, чтобы заработать большие оценки, для того, чтобы поступить на топовые направления, безусловно, конечно, это целенаправленность, целеустремленность, дальнейший хороший профпуть. Но наша задача как вуза в целом не только принять, но и не только дать знания, но и в целом воспитать, обучить. У нас есть, вернее, в ВУЗе действует гигантское количество программ социального профиля, то есть воспитательного профиля. У нас есть, наверное, самое большое количество научных кружков, которые есть в России. Наши ребята становятся ежегодно победителями по количеству выигранных грантов разных, начиная от президентского гранта, заканчивая грантом молодого ученого, то есть поддержки молодых ученых. Это первые в стране, то есть больше всего заявок было одобрено и выиграно в этом году. Поэтому наша задача воспитать, несмотря на то, какие ребята пришли, стараться зажечь каждого, стараться, чтобы каждый зачислен, даже пусть и троечник, даже пусть и тот человек, который зашел, вот как вы сказали, с не очень высоким баллом, довести и выпустить, чтобы он получил действительно диплом Казанского федерального университета и соответствовал ему. Накануне начала приемной кампании министр образования и науки России Фальков заявил, что около 60% выпускников школ имеют возможность поступить в вуз. И еще такая вот цифра, что за последние 4 года количество бюджетных мест в стране в вузах увеличилось на 50 тысяч. Вот что в КФУ, по каким специальностям, какова динамика? Да,
Очень хороший вопрос. Я отвечу на него так. В Казанском федеральном университете в этом году по контрольным цифрам приема 7,5 тысяч бюджетных мест. Пока еще не все закрыты, потому что они включают в себя магистратуру. Если мы говорим о бакалавриате специалитете, то это 4894 места. Они, конечно же, на сегодняшний день закрыты полностью. И если мы говорим об увеличении в какой-то области, то да, есть такая очень интересная история. В этом году мы получили значительное увеличение по направлению астрономия. То есть ежегодно мы получали порядка 10 контрольных цифр приема, 15. В этом году страна и государство, и Министерство образования поручило нам выпустить через 6 лет 40 астрономов. И это очень интересная история, потому что направление очень непростое. На нем учатся довольно-таки продолжительный срок обучения. И было принято решение для того, чтобы поддержать ребят и для того, чтобы привлечь на это направление, то есть показать, как оно конкурентоспособно в дальнейшем. Было принято решение сделать в рамках этого направления повышенную стипендию. То есть ребята, обучающиеся на астрономии, будут получать 10 тысяч рублей, то есть стипендии относительно остальных. И у них будет абсолютно полноценный доступ ко всем нашим обсерваториям, которые вошли в список достояния ЮНЕСКО. У ребят будет практика в рамках нашей обсерватории, которая находится в Турции, то есть там тоже есть наш лабораторный комплекс. И вот это то, что я хотел бы выделить. Но в целом... Можно я уточню? Ведь астроном — это ведь не только наука. Нет, это конечно. огромный список профессий и специальностей, и сфер, где астроном может работать. Вот чтобы родители и выпускники школ понимали. Начиная от самого простого преподавания в школе, то есть возрождения вот этой культуры, заканчивая большой великой наукой. Мы шутим, да, что родители поступают, да, не да, дети поступают. Вот если данные, какой процент выпускников идут работать по специальности по своей? После того, как закончили? По специальности, я скажу то, что в процессе обучения мы стараемся сориентировать таким образом, чтобы ребята начинали работать по специальности еще в процессе обучения. Да, если это педагогика, то, конечно, безусловно, это практика. Если это IT-направление, то можно сказать, что ребята, программисты, не работающие со второго курса, внутри себя уже считают таким немножко, не сказать аутсайдерами, но немножко отстающими те, кто не начинает работать уже в каких-то проектах. Если мы говорим про филологию и иностранные языки, то это, безусловно, тоже стажировки, это работа в консульствах, это работа в рамках издательств. То есть абитуриент должен видеть свою профессию в процессе обучения. И, соответственно, если ты в процессе обучения вовлекся в эту профессию, то и большой шанс, что ты ее продолжишь. На самом деле, процентную цифру говорить можно бесконечно много. Если я назову то, что порядка 85 выпускников продолжают свой трудовой путь по тому направлению, которое они закончили, это будет всего лишь цифра. То есть нужно смотреть в целом. Это достаточно большой процент. Да, это достаточно большой процент, все верно. Вот мы часто говорим о нехватке педагогов, врачей, немножечко в другую, может быть, тематику, в другую категорию, скажем так, поступивших. Целевое обучение. Вот в этом году много ли людей, поступивших по этой программе, и будет ли нам хватать этих специалистов, тех 85% выпускников, которые после выпуска они пойдут Здесь можно, я немножко добавлю тоже от себя. Очень ждал этого вопроса, очень хотел высказаться, потому что эта тема остра, как никогда на сегодняшний день. Все мы знаем то, что в целом постановление правительства о целевом обучении в этом году кардинально поменялось. То есть до начала приема, в совершенно сжатые сроки, оно обновилось. Ребята, которые входили в процесс обучения и хотели быть целевиками от той или иной организации, прежде всего, организация должна была выложить на портал «Работа в России» предложение в открытом доступе. На это предложение мог откликнуться абсолютно любой абитуриент. Соответственно, вуз проводил потом среди абитуриентов конкурс, брал абитуриента, который набрал самый высокий балл, и говорил заказчику о том, что вот, уважаемый заказчик, вот мы сейчас как раз уже закончили этап рассылки писем. И в этой категории уже конкурс существует? Конечно, да. То есть, если раньше ты пришел с договором и
я уверенно поступил, несмотря там на свои первоначальные, то теперь и среди целевиков конкурс. Да, безусловно, конкурс есть. И здесь на будущий год, уважаемые работодатели, здесь, наверное, обращение больше к вам, к этому процессу подойти более ответственно и немножко заранее. То есть в этом году понятно, что проект такой имеет, наверное, отчасти пилотное значение. Были довольно-таки сжатые сроки, не все успели инициироваться. И к тому, сколько целевиков зачислилось, я вам скажу немножко позже. Да, но хочу выделить направление. Вот, допустим, направление экономики. На направлении экономики компания «Татнефть» разместила 7 предложений на 7 наших целевых мест. То есть всего 7 мест в конкурсной группе и 7 предложений было выложено от компании «Татнефть». Также были выложены предложения на эту же конкурсную группу от других компаний. Поэтому мы провели конкурс среди абитуриентов, и не все ребята, которые откликнулись на предложение «Татнефти», попали в конкурс. Поэтому конкурс существует теперь не только среди абитуриентов, но и среди компаний. То есть не все запросы компаний могут быть выполнены. И в этом плане тоже нужно спланировать эту ситуацию таким образом в следующий год и подойти очень осознанно и очень критично к этому моменту, к размещению предложений на портале «Работа в России» в открытом доступе. Это довольно-таки сложный процесс. Что касается цифр, по целевому обучению, так как были небольшие сложности, была вот эта вот пилотная версия, целевиков в этом году зачислили несколько меньше. И некоторые ребята, ввиду открытости доступа к целевому конкурсу, неосознанно приняли решение, нажав ту самую заветную кнопку «Хочу быть целевиком». И после вот нашего нулевого приказа было несколько отчислений, то есть отказов от зачисления. То есть они присутствовали. А по другим категориям абитуриентов вопрос такой вот возникает. Льготные категории, они как-то влияют на конкурс или нет? Нет, в наших масштабах это даже не погрешность. То есть в наших контрольных цифрах приема, если мы говорим о количестве зачисленных, их количество зачисленных незначительно. Если мы говорим о льготной категории ребят, которые относятся к особой квоте, то это ребята, поступающие из года в год, их не более 150-160 человек. Если мы говорим про отдельную квоту, то в этом году зачислено 120 человек, 121. И ректором Казанского федерального университета было принято решение, ребята, которые остались вне конкурса, то есть предоставили оригинал в ВУЗ, но конкурсную процедуру не прошли, то есть не были зачислены с учетом приоритетов, а таких человек всего-навсего 4, ВУЗ принял решение со 100% скидкой принять на себя обязательства, зачислить на внебюджетную форму обучения. Как бы, ну, для абитуриента это то же самое бесплатное обучение, для вуза это вне бюджет за счет собственных средств. Иностранцев много в этом году? В этом году не сказать, что значительно меньше. Наши высококонкурсные направления по медицине, которые ежегодно собирали достаточно большое количество заявок и достаточно большое количество поступающих в онлайн-формате, медицина была тоже несколько переформатирована. Экзамены проходили только в очном формате, только на территории Казанского федерального университета. Поэтому приехали только мотивированные ребята. Соответственно, было сокращено и исключено практически не до минимума, наверное, до абсолютного нуля процент списываний и попыток обмануть университет в этом плане, потому что в аудитории работала и видеозапись, работало много наблюдающих. На русскоязычные направления есть же направление английского профиля, это General Medicine и Dentistry. Есть направления медицины, связанные с это лечебное дело и стоматология. И вот в русскоязычное направление был введен в состав экзамен собеседования. Поэтому поступающих относительно прошлого года, вернее, поступивших и прошедших конкурсные процедуры значительно меньше. И, наверное, это хорошо. То есть ребята достаточно подготовлены, достаточно мотивированы были и будут зачислены. Если мы говорим в целом об университете, то поток заявлений на другие направления, связанные с филологией, то есть филология и межкультурная коммуникация, это русский язык как иностранное преподавание, это институт экономики, управления финансов, это институт международных отношений, это ряд тоже больших и крупных институтов, где количество заявок достаточно, и мы сейчас переключаемся активно на фазу вот такого коммерческого привлечения, заключения договоров и работы вот с этой категорией. Мы немножечко вот структуру уже поступивших коснулись.
условно, вот из всех поступивших уже зачисленных студентов, какой процент, я не знаю, ну, гипотетически, наших выпускников из Татарстана, сколько из других регионов? Есть ли вот тут вот какая-то вот конкуренция? Конечно, да, конкуренция, безусловно, в республике есть, но и практически 40% поступивших – это ребята, проживающие в других регионах, либо не в городе Казань. То есть, если мы говорим вообще в целом не Республика Татарстан, то не из Республики Татарстан порядка 30% поступивших. То есть мы привлекаем ребят из других регионов в том числе. Ну, тут, наверное, можем и с другой стороны посмотреть, что подготовка наших школьников гораздо выше, чем в других регионах. Да, наверное, так. И результаты ЕГЭ ведь об этом тоже ЕГЭ, говорят, на 6, на 7, на 9 баллов по отдельным предметам. Да, все верно. И даже на вот этом новом механизме пересдачи ЕГЭ Республика Татарстан получила новых 5 100-бальников. Да, которые подняли свой результат. Да, все верно. Это очень замечательно. Ну, можно я вот такими старыми категориями? Вот количество человек на место, вот какое среднее? Это уже очень тяжело посчитать, но я удовлетворяю этот запрос всегда. Порядка 40-45 человек на место, конкурс, потому что в средний, потому что количество поданных заявок перевалило более чем за 180 тысяч. И это тоже рекорд? Это цифры прошлого года, но если мы говорим о заявках, которые присутствуют в конкурсе, я бы, наверное, сказал так, поток и осознанность ребят, которые подавали документы в этом году через портал госуслуг, гораздо выше и гораздо приятнее. И мы называем его немножко чище даже. Потому что в прошлом году на поданные заявления, на количество поданных заявлений было большое количество отказов и либо отзывов при смене приоритетов, при изменении конкурсных групп и при удалении конкурсных групп. В этом году заявления с отказами, с изменениями, они гораздо в меньшем количестве. Поэтому в целом частота потока она выше, но количество заявлений осталось на уровне прошлого года. Ну, это же не значит, 40 человек на место не говорит о сложности поступления. Да, все верно. Это не говорит о сложности поступления на сегодняшний день, к сожалению. То есть вот эта категория мышления, количество человек на место, это уже все, это в прошлом, про это можно все верно. Сейчас мы мыслим конкурсными группами. Можно вот такой вот вопрос задать. Влияет ли демографическая ситуация годов рождения ребят, допустим, 2003, 2004 и так далее, повыше, на конкурс, на количество поступивших? Безусловно. Безусловно, влияет. И хочу отметить то, что влияет и на качество сдачи ЕГЭ. То есть мы знаем то, что в этом году в среднем баллы по математике выше относительно прошлого года. По обществознанию в среднем остались на уровне прошлого года, где-то тоже повысились. Русский язык ребята в этом году сдали тоже лучше. Биология была сдана тоже лучше. Поэтому большее количество ребят с большими баллами, естественно, влияет на улучшение конкурсной ситуации. То есть в ближайшие 5, 4, 6 лет, когда росла рождаемость от 2003 года, мы ожидаем и улучшения качества абитуриентов, и их количества? Безусловно. Хорошо. А сейчас будет ли по этому году, будет ли дополнительный набор? Как он будет проходить? Остались ли бюджетные места? Нет, мы с вами ответили на все эти вопросы заранее. Казанский федеральный университет выпустил самый ранний приказ в стране. Естественно, все контрольные цифры приема были закрыты. До 9 числа, до сегодняшнего, мы работали с ребятами, которые изъявили желание исключиться из приказа. На их вакантные места мы добирали ребят, проходящих по конкурсу снизу. Впереди у нас большой этап, и большой этап работы по зачислению ребят на магистерские программы, на программы ординатуры, программы аспирантуры, программы СПО и внебюджетное обучение. В целом, я думаю, мы выйдем на нашу плановую цифру относительно прошлого года. Порядка 16,5-17 тысяч зачисленных абитуриентов на первый курс в эту приемную кампанию до 1 сентября. Какой процент отчислений идет? Все ли эти 17 тысяч дойдут до конца? Ну, к сожалению, не все. Есть направления, где действительно требуется достаточное
серьезная подготовка, даже в рамках первого семестра. Возьмем ту же самую медицину, то есть медицинские направления. И первые курсы – это, безусловно, анатомия, гистология, на которой заваливаются, ну, не сказать, что большинство, но достаточная доля абитуриентов, то есть порядка 10%, наверное, отчислений есть. Если говорить в целом по вузе, социогуманитарный профиль, отчислений практически нет. Если говорить про направления, связанные с математикой и программированием, там отчислений тоже практически нет. У нас 20 секунд буквально остается, даже меньше. К поступлению в ВУЗ когда надо готовиться? Обязательно готовиться к поступлению в ВУЗ нужно с декабря. В декабре в целом вузы в стране уже активно проводят Дни открытых дверей. По новому порядку приема до 20 января размещаются правила приема, то есть правила игры и правила поступления на будущий год поступления. То есть в январе 2025 года будут размещены правила приема, и можно уже посмотреть, какие программы и что ждет абитуриентов в будущем году. Ну а подготовка – это Дни открытых дверей. Они начинаются уже с 1 сентября. Быть открытым к вузу, мониторить информацию. Итак, времени для подготовки уже на следующий год остается очень-очень мало, всего лишь полгода. На этом мы с вами прощаемся и всего вам доброго.